Здравствуйте. На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Эльвира Фазлиева. И сегодня мы расскажем подробности крупной аварии на улице Фучика. Соответственно, въехала газовая служба, въехала, а в нее Land Cruiser Prado. Внедорожник на большой скорости врезался в машину газовой службы. Не смог остановиться. Светофора стал останавливаться, потащила, дорога скользкая, потащила. Гололед стал причиной столкновения двух легковушек. А также похитил человека и требовал денег для честной жизни. Получив отказ, поместил потерпевшего в прицеп грузовой автомашины и оставил его там. Житель Узбекистана обвиняется в преступлениях в отношении своего соотечественника. Это и не только. Прямо сейчас. Устроил крупную аварию на пересечении улиц Юлиуса Фучика и Рихарда Зорге. Перепутав педаль тормоза с газом, водитель автомобиля Toyota Land Cruiser въехал в «Газель» аварийных служб. Последнего отбросило на Volkswagen Golf. Что стало тому причиной и почему другие участники аварии усомнились в трезвости предполагаемого виновника, знает Нафиса Минязова. Нам показалось, что он был пьяный. Мы так не можем, я не могу утверждать, что он был пьяный, но он был похож. Он из машины не выходил все время, только там и спал, сидел все. Пассажир легковушки и остальные участники аварии предположили, что вероятный виновник, водитель внедорожника, был в состоянии алкогольного опьянения. По их словам, мужчина еле стоял на ногах, шатался и в ожидании автоинспекторов просто спал за рулем. Тем временем остальные выясняли обстоятельства произошедшего. Стояли на светофоре в ожидании зеленого света. Вот въехал, соответственно, въехала газовая служба, въехала, а в нее Land Cruiser Prado. Мужчина также отметил, ему очень повезло в том, что основной удар пришелся не в его автомобиль. Говорит, если бы он был посередине, то от машины мало бы что осталось, и люди могли сильно пострадать. В это время, пока участники бурно обсуждали произошедшее, супруга водителя внедорожника развеяла слух о том, что ее муж был пьян, и рассказала о причинах аварии. Он не был в алкогольном опьянении, он просто устал. Ехал из Нижнекамска сюда. Вот, устал и перепутал газ с тормозом. В том, что водитель «Тойоты» был абсолютно трезвым, убедились и автоинспекторы. Алкотестер показал, что в выдыхаемом воздухе алкоголя нет. Однако ответственности за аварию и несоблюдение дистанции с мужчины это не снимает. И, вероятнее всего, оплата ремонта пострадавших автомобилей будет возложена на его страховую компанию. Автомобили, столкнувшиеся в самый час пик, стали причиной крупного затора. Некоторые участники дорожного движения, торопясь, даже пытались объехать аварию по трамвайным путям, за что были наказаны автоинспекторами. Штраф в данном случае им был выписан на сумму в 1500 рублей. Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, Вызов 112. БМВ врезалась в ограждение подземного перехода в результате аварии на пересечении улицы Адаратского и проспекта Ямашева. За секунду до этого иномарка столкнулась с Hyundai Santa Fe. Иномарки после удара разбросала по разным сторонам дороги. По предварительным данным, автоледи на немецкой иномарке выехала на красный сигнал светофора. Однако сама она с этим не согласна. Сейчас в обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться автоинспекторам. Скользкая дорога и потеря управления автомобилем привела к аварии на пересечении Аметьевской магистрали и улицы Гвардейская. Там столкнулись Renault Logan и Lada Granta. Удар был такой силы, что российская машина потеряла способность двигаться своим ходом. Алия Хайрудинова продолжит. Там 40 стоит, я 55 ехал. Водитель «Рено» свою вину не отрицал и рассказал, что основная причина аварии в скользком дорожном полотне. Мужчина ехал по улице Гвардейской. Увидев перед собой уже желтый сигнал светофора, решил не испытывать судьбу и нажать на педаль тормоза. Впрочем, для избежания удара с «Ладой Гранта» этого не хватило. Светофора стал останавливаться, потащила, дорога скользкая, потащила машину. То есть вас юзом? Да. Не успели остановиться уже? Отечественный автомобиль как раз поднимался в гору с Аметьевской магистрали. Его водитель начинал движение уже на разрешающий сигнал светофора. Но маневр пришлось закончить раньше времени. После столкновения машина уже была не на ходу. Ее пришлось эвакуировать с места происшествия. У водителя иномарки есть полис ОСАГО, а потому страховых выплат, скорее всего, хватит на погашение ущерба второму автомобилю. Алия Хайрудинова, Айрат Назипов, Константин Бушуев, Вызов 112. ВАЗ-2114 и Toyota Corolla не поделили полосу на проспекте Универсиады. Авария произошла ночью, когда движение на этом участке дороги было уже неоживленным. Женщина, управлявшая иномаркой, пояснила, что водитель отечественного транспорта врезался в ее автомобиль во время неудачного перестроения. В результате происшествия никто не пострадал.
Бензин кончился, автомобиль заглох, а попытки остановить проезжающие машины успехом не увенчались. Такую историю рассказал автоинспекторам замерзающий водитель «Лады» 15-й модели. Сотрудники ГИБДД увидели стоящий у обочины автомобиль с включенной аварийной сигнализацией посреди трассы Казань-Оренбург в Альметьевском районе. Остановились узнать, нужна ли помощь. Мужчину согрели в своей машине. Затем остановили грузовик, который и отбуксировал «Ладу» до ближайшей заправки. Взрыв газа унес жизнь 53-летнего рабочего на Казанском авиационном заводе имени Горбунова. Трагедия произошла накануне вечером. Газовый баллон взорвался при проведении кровельных работ. Шансов выжить у человека не было. По факту случившегося Следственный комитет проводит доследственную проверку, по окончании которой будет ясной причиной трагедии и принято процессуальное решение. Ударил своего 45-летнего собутыльника кухонным ножом в грудь, а при задержании стирал улики. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью своему соседу. Как выяснилось, преступлению предшествовало застолье и последующий конфликт. В ходе ссоры хозяин квартиры и воткнул нож в своего знакомого. А чтобы смыть следы преступления, стал сразу же стирать одежду и мыть полы. Поэтому и дверь приехавшему наряду открыл не сразу, был занят. Но нож он помыть забыл. Предполагаемое орудие преступления со следами крови изъяли, пострадавшего госпитализировали, а на подозреваемого возбудили уголовное дело. К слову, за умышленное причинение вреда здоровью он уже был судим. Хотел жить честно, не нарушая законов, но для этого похитил человека и вымогал у него деньги. В Новосавиновском суде началось слушание дела в отношении 30-летнего жителя Узбекистана, очень хотевшего легализоваться в России. Деньги для этого, согласно уголовному делу, он требовал у своего знакомого, с которым вместе приехали в Казань из одного города. Все подробности у Алины Мусиной. Сестра, у меня день рождения был 17 июля. Это подарок хотел сделать. Сделать приятный сюрприз своей сестре 23-летний молодой человек так и не смог. По пути в автобусе встретил своего знакомого 30-летнего Анварбека Усмонова, также гражданина Узбекистана. Вместе вышли на остановке 39-й квартал. Мы из одного города, Республика Узбекистан. Соседи друг другу помогали. Но в этот раз, говорит потерпевший, помощь он стал требовать вначале в виде 40 тысяч рублей, потом в форме вида на жительство. Собственно, подозреваемый не скрывал, деньги нужны были как раз для оформления документов. Но помочь знакомому молодой человек не мог, о чем и сообщил собеседнику, и не ожидал последовавшей реакции знакомого. Схватил потерпевшего за руки, повел на территорию авторынка, где нанес удары и вновь потребовал передачи указанной суммы. Получив отказ, поместил потерпевшего в прицеп грузовой автомашины и оставил его там на ночь. Усмонову вменяется грабеж, вымогательство и незаконное лишение человека свободы. Перед этим забрал сумку пострадавшего. В ней, кроме кольца, подарка сестре, там были документы и мобильный телефон. Стоимость всего молодой человек оценил в 10 тысяч рублей. Согласно уголовному делу, пострадавший провел заперти в автомобильном прицепе 9 часов. При этом его периодически били. От нанесенных побоев Тураков испытал сильную физическую боль. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, Туракову были причинены телесные повреждения в виде ссадин. Утром, как установили следователи, злоумышленник отдал молодому человеку телефон и потребовал позвонить своим знакомым, чтобы те принесли деньги, но средств ни у кого не было. Не смогла помочь и сестра. Но потерпевший смог убежать, когда подсудимый повел его с одного рынка на другой. Тогда он обратился в полицию с заявлением. Задержание предполагаемого преступника прошло оперативно, однако свою вину мужчина не признал. Лишал свободы потерпевшего? Нет. Рядом я Он утверждал, что молодой человек был ему должен и просто хотел вернуть свое, и отрицал, что удерживал его в прицепе. Как все было на самом деле, сейчас предстоит выяснить суду. Сегодня на процессе допросили потерпевшего, свидетелей и подсудимого. Вероятнее всего, развязки стоит ожидать уже скоро, и все это время обвиняемый будет находиться под стражей. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Азат Самигуллин, вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 898 69 112 112. Это можно сделать и в наших группах в социальных сетях. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии была Эльвира Фазлиева. До встречи и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.